Ребенок, воспитываясь в пьющей семье, перенимает модель поведения родителей. «Общее дело» – это общероссийская общественная организация, активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде всего в молодежной среде. Более 1000 педагогов и школьников Якутска, Намцев, Алдана и Нерюнгри прослушали обучающие семинары проекта «Здоровая Россия. Общее дело». Лекции Олега Моисеева оставили весьма лестные отзывы у якутян. Как оказалось, лектор не просто проводит профилактические беседы, а подходит к выступлениям с творчеством. А с одной из самых действенных техник под названием «Живая метафора» Олег Моисеев ознакомил нас лично. Показываем, как наши дети, как такие же зайчики, неинформированные, беззащитные, попадают в состояние зависимости. И для того, чтобы это сделать просто, без использования специальных терминов и долгих объяснений, рассказываем о механизмах вовлечения в зависимость нашей молодежи, наших детей, и показываем педагогам, как это работает. А работает у нас это сегодня очень часто так, что после первого употребления человек оказывается в серьезной наркотической зависимости. Выглядит это вот так. А это образы формирования алкогольной зависимости, которые мы и наши дети можем видеть не только в алкомаркетах, но и в парфюмерных и даже кондитерских магазинах. А этот предмет уже, конечно, совсем не шуточный. Это та самая всем известная настойка боярышника, которая в декабре 2016 года еще привела к гибели 77 наших соотечественников в городе Иркутск всего за один день. Из образа могу еще продемонстрировать один, он достаточно серьезный, образ уже не детский, он у нас работает на взрослую аудиторию. Это электрошокер. Да, и именно на такой эффект он и рассчитан. Будет установить между собой эту ассоциативную связь между ударом электрическим током, например, и употреблением табака. Очень важно, можно легко объяснить, что человек, будучи предупрежденным, как в этом случае, сделает совсем другие выводы. Работа по этой проблеме в республике ведется давно, и очень важно понять, что ограничительные меры должны сопровождаться мощными, сильнейшими профилактическими мерами. Поэтому приезд Олега Моисеева – это очень хороший старт. В городе Якутске мы запускаем проект, несколько этапов разделено. Первый – это информационный, где мы охватываем самое большое количество детей. Второй – это интеллектуальный, где дети у нас будут готовиться к интеллектуальным играм по трезвости. И третий – это волонтерский, но это основной, где мы должны детей научить, чтобы они от сверстника к сверстнику доносили нужную и важную информацию. И в сентябре мы планируем с ребятами устроить слет волонтеров, где приедет тоже также Моисеев Олег Олегович и ведущие тренеры и коучи России. Надеемся, проект будет успешно реализован в нашей республике и послужит укреплением морально-нравственных ценностей, а также популяризирует здоровый образ жизни в нашем обществе. Пусть не только дети, но и взрослые узнают, сколько вреда приносит алкоголь.